Вы смотрите видеожурнал «Технопарк Якутия», и сегодня мы хотим вам рассказать о наших новых резидентах, которые появились этим летом. В первую очередь хотелось бы рассказать о нашем самом интересном проекте под названием Saha Xenos, которые изучают и планируют культивировать жуков, которые будут поедать пластик и разлагать его на менее вредные для природы компоненты. Следующий проект – это у нас якутские аэрокосмические системы. Ребята планируют в будущем запустить якутский спутник. А также следующий проект – это у нас уже резидент Нелингринского филиала технопарка. Это ИП Евгений Климюк. Он планирует создать пилотную модель установки, которая будет заниматься сушкой древесины при помощи солнечной энергии. Всем привет, меня зовут Евгений, я являюсь участником проекта Xenos, ООО Xenos. Мы занимаемся разработкой особых портативных боксов, в которых находятся насекомые, которые умеют деполимеризировать пластик, то есть уничтожать его не просто механически, а именно химически на более простые соединения, то есть умеют резать вот эти вот полимеры. Как мы появились? Мы появились в прошлом году, прочитали статьи о том, что действительно есть такой феномен, что некоторые жуки, такие как Zoophobos morio или большой мышной хрущак, умеют разрушать пластик. Мы начинали с этих статей, собрались небольшой творческий коллектив, я, Сокольников Иван, это врач-ветеринар, герпетолог, специалист по рептилиям, и Кривогорницына Валерия, которая является биологом, преподавателем биологии, и стали этим заниматься. Подали заявку на грант «Умник», получили небольшое финансирование, закупились оборудованием, закупились насекомыми и стали их активно разводить и проводить эксперименты. Далее мы получили в этом году ООО, который назвали Xenos также, и стали резидентами технопарка Якутия и находимся вот в этом помещении. Суть в том, что вот эти вот жуки, которых мы исследуем, имеют, скорее всего, определенные бактерии, так называемый метаболом, который расщепляет пластик. И вот мы занимаемся исследованием вот этого метаболома. Помимо этого, и возможно, участвуют также собственные ферменты данных жуков, которые также позволяют разрушать пластик с определенной скоростью. Жуки Zoophobos morio, они не опасны, это обычный южноамериканский вид, который в наших условиях никаким образом не может приспособиться и не может составлять никакой угрозы. Едят жуки только полистирол и, по некоторым данным, возможно, полиэтилен, но эти данные не точны. Zoophobos morio также может есть пенопласт и его производные. Где-то за неделю 50-100 грамм пластиковых отходов у нас уничтожается. Как мы знаем, полистирол – это один из 5 самых распространенных пластиков на планете. И используя этих жуков, мы помогаем экологии снижать вот эту вот нагрузку антропогенную, которая производится. Помимо этого, вот это наши боксы чем интересны? Тем, что человек будет минимально контролировать то, что происходит в боксе. То есть личинки начинают питаться полистиролом и какими-то остатками пищи, чтобы у них было гармоничное питание. Мы проводили эксперименты на полистироле на одном, и действительно личинки живут уже второй месяц. Не просто живут, они еще и линяют, увеличиваются в размере. Мы будем изучать, интересно, превратятся ли они в жуков или нет, это уже другой вопрос. Наши дальнейшие планы – это… Первое, мы будем работать с бактериями, потому что бактерии – это интересная тема. Если действительно одна бактерия или несколько бактерий могут переваривать пластик, то их можно выделить в отдельную культуру и уже с помощью бактерий расщеплять более эффективно вот эти вот виды пластика. Это вот наша такая вот глобальная цель. Возможно, попытаться выделить сам фермент, который у нас разрушает пластик. Тоже интересная работа. Мы пока расширяемся в этом направлении. Помимо этого у нас есть небольшие такие маленькие задачи, такие как мини-зоомузей, контактный инсектарий. Также входит в цель наших исследований. И основная задача, конечно же, пока что продажа боксов для людей, которые любят экологию, у которых развито экологическое мышление, которые пытаются спасти планету. Итак, наш проект называется «Разработка образовательной спутниковой платформы для обучения школьников старшего и среднего звена». И его цель заключается в разработке, сборке и запуске полностью якутского космического аппарата.
То есть на мощностях технопарка, на мощностях организации Республики Саха мы планируем разработать космический аппарат, самый настоящий. По программе Роскосмоса его бесплатно запустить, вывести на орбиту. Здесь в Якутии организовать наземную инфраструктуру получается и вести уже какую-то работу с реальным орбитальным космическим аппаратом. То есть какие-то научные там исследования. Мы стали резидентами вот именно с этим проектом, подали заявку, получается, узнали от наших товарищей, которые уже являются резидентами. Вот они нам помогли узнать вот про это все, подать заявку. И получается, после экспертизы в июле мы уже стали резидентами, получили свое помещение. Ну и теперь ведем уже активную работу по проекту. А какие дальнейшие планы? В дальнейших планах у нас запустить созданный нами спутник, собранный в лаборатории нашей, вести с ним уже какую-то работу, может быть начать производство массовой продажи, там распространиться по России, по школам, выйти на международный рынок. Много планов, короче, есть. Мы планируем в ближайшее время закончить оснащение нашей аэрокосмической лаборатории, то есть довести до высокотехнологичное оборудование, станки, вот это вот все, заказать материалы и уже начать сборку первого прототипа. Так как наш конструктор является образовательным, он, соответственно, направлен на образование. Мы работали с технопарком Кванториум, с физико-техническим лицеем, с Малой академией наук и заключили некоторые соглашения о предоставлении наших конструкторов. Ну и, соответственно, к конструкторам будут прилагаться какие-то методические пособия. То есть школьники смогут как с помощью конструктора Лего, с помощью наших аппаратов будущих собирать спутники свои, запускать их на орбиту и делать с ними какие-то свои вещи уже. Я 3 года уже занимаюсь изготовлением мебели из массива древесины. И мы используем сухую древесину. Это главный критерий для изготовления мебели. И мы столкнулись с такой проблемой, что у нас в городе сухая древесина очень дорогая. В связи с этим я решил просчитать и посмотреть, какие есть вообще на рынке модели и что можно сделать и свое придумать. В данном случае производство сушильных камер для дерева с использованием альтернативных источников энергии является солнечная энергия. И основным узлом, который помогает экономить энергию и дает нам нужное тепло, это концентратор солнечной энергии. В технопарк я пришел с нуждой в помещении. Познакомился с людьми, которые мне дали консультацию, помощь и реализацию моей идеи.